Представитель Джордж Кенеша, кто из вас выступит с основным докладом? Пожалуйста, Аида Туйбана. Уважаемый суд, полагаем, что ходатайства Джолдушалиева, Алагушева, Алишевой, Усеновой, Исаевой подлежат оставлению без рассмотрения и последующим основаниям. Следует понимать, что глава государства в силу занимаемой им политической должности и общественно-политическая деятельность в большей степени подвергается критике со стороны общественности, чем частные лица. Причем критика может быть как объективной и конструктивной, так и содержащей клевету и оскорбления, посягающей на авторитет главы государства и в целом государства. В соответствии со статьей 2 Конституции Кыргызской Республики, народ Кыргызстана является носителем суверенитета, единственным источником государственной власти в Кыргызской Республике. Народ Кыргызстана осуществляет свою власть непосредственно на выборах и референдумах, а также через систему государственных органов и органов местного самоуправления на основе настоящей Конституции и законов. При этом, согласно статье 3 Конституции Кыргызской Республики, государственная власть в Кыргызской Республике основывается на принципе верховенства власти народа, представляемой и обеспечиваемой всенародно избираемым Джоур Кенешем и президентом. Защита чести и достоинства президента не является личной привилегией, а имеет публично-правовой характер, признана служить публичным интересам, обеспечивая главе государства повышенную гарантию закона в силу осуществляющих им государственных функций. Правовой статус гражданина, занимающего должность президента, существенно отличается от правового статуса других граждан. Президент является главой государства и олицетворяет единство народа и государственной власти, является главнокомандующим вооруженными силами, наряду с Джоур Кенешем представляет и обеспечивает верховенство власти народа, подписывает, обнародует законы, представляет Кыргызскую республику внутри страны и за ее пределами, возглавляет Совет Безопасности. Указы и распоряжения президента обязательны для исполнения на всей территории Кыргызской Республики. Исходя из конституционно-правового статуса, главу государства следует рассматривать не просто как личность, которая присуща честь и достоинство, а как символа суверенитета и единства страны, осуществляющего свои полномочия в интересах всего общества и представляющего государство на международной арене. В этом смысле распространение сведений, порочащих честь и достоинство главы государства, может нанести вред престижу всего государства, в том числе на международной арене, и оскорбить весь народ, избравший его. Именно поэтому законодатель, наряду с иммунитетом от привлечения к уголовной ответственности, предусмотрел также механизм защиты главы государства от распространения сведений, порочащих его честь и достоинство. В то же время, чтобы не вовлекать лично главу государства в спор, который нанес бы урон уважительному отношению к нему, а также в силу того, что деятельность политических деятелей всегда находится под пристальным вниманием общества и журналистов, следовательно, будет большое количество критиков, законодатель предусмотрел, чтобы генеральный прокурор обращался в суд от имени президента за защиту его чести и достоинства. Следует также отметить, что никто не должен злоупотреблять свободой выражения мнений, нарушая при этом право на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести и достоинства, гарантированной статьей 29 Конституции. Граница права на свободу выражения мнений заканчивается там, где начинается право на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести и достоинства личности. В этом смысле никоим образом право на свободу выражения мнений не может перевешивать или не должно иметь приоритет над правом защиты чести и достоинства личности. Следовательно, государство, наделяя некоторую категорию лиц исключительными правами, тем самым показывает, что данные лица являются особо значимым для государства и общества. К ним, как правило, относятся глава государства, депутаты парламента, судьи, дипломаты и другие. Необходимо обратить внимание на то, что в ряде стран Европы и стран СНГ предусмотрена уголовная или административная ответственность за оскорбление главы государства. Наверное, многие знают, что есть такая ответственность в Испании, ФРГ, Нидерландах, Турции, Австрии, Франции, Белоруссии, в Казахстане и в других странах. В отличие от указанных стран, законодательство Кыргызской Республики предусматривает лишь гражданско-правовую ответственность и дает возможность суду определить баланс между свободой информации и законным правом на защиту прав на основе принципа состязательности и равноправия сторон в судебном процессе. Более того, следует отметить, что генеральный прокурор Кыргызской Республики при обращении в суд вправе руководствоваться не только статьей 4 Закона о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики, но и частью 4 статьи 104 Конституции, а также частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики.
Так, в соответствии с частью 4 статьи 104 Конституции, на прокуратуру возлагается представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, определенных законом. В соответствии с частями 1-4 статьи 48 Гражданского процессуального кодекса, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав свобод и охраняемых законов интересов других лиц или неопределенного круга лиц, а также вступить в дело, рассматриваемое в суде, если этого требует охрана прав, свобод и охраняемых законов интересам граждан, государственных или общественных интересов. Прокурор вступает в процесс в случаях, указанных в законе. Таким образом, в случае наличия оснований генеральный прокурор Кыргызской Республики в силу вышеизложенных норм обязан обратиться в суд за защитой чести и достоинства президента. Участие генерального прокурора в качестве законного представителя президента не может считаться нарушением равноправия сторон, так как прокурор участвует в гражданском судопроизводстве, представляя интересы гражданина или государства, поддерживает государственное обвинение в уголовном судопроизводстве. При этом стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности. Это часть 5 статьи 40 Гражданского кодекса. В этой связи нет никаких оснований считать, что нарушается конституционный принцип судопроизводства, состязательность и равноправие сторон. Соответственно, совокупное рассмотрение оспариваемых норм и части 3 статьи 99 Конституции показывает, что между ними не имеется никаких противоречий. Заявитель отмечает, что статья 104 Конституции не предусматривает в числе полномочий Генеральной прокуратуры представительство интересов президента по защите чести и достоинства, что полномочия прокуратуры сводятся к представительству интересов отдельных граждан или государства в целом, но не его органов и институтов. Тем самым считаю, что законодатель наделил Генеральную прокуратуру полномочием в нарушение нормы статьи 104 Конституции. В этой связи считаем, что данные доводы несостоятельны по основаниям того, что на прокуратуру этой же статьей возложено представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, определенных законом. А оспариваемая норма закона предусматривает представительство интересов гражданина, занимающего должность президента. В соответствии с частью 4 статьи 48 Гражданского процессуального кодекса, прокурор вступает в процесс в случаях, указанных в законе. Таковым законом является закон о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики. Соответственно, оспариваемая норма соответствует положениям статьи 104 Конституции. Таким образом, мы считаем, что статья 4 Закона о гарантиях деятельности президента не противоречит Конституции, и руководствуясь статьей 32 Конституционного закона о Конституционной палате, ходатайство Джулдашалиева, Алагушева, Алишева, Усенова, Исаева о признании статьи 4 Закона о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики неконституционным и противоречием Конституции Кыргызской Республики, полагаем целесообразно оставить без удовлетворения. У вас все? Да, у меня Спасибо. все. Света Садыковна, у вас есть дополнение к выступлению? Нету, да?